Добрый день, уважаемые абитуриенты! Мы рады видеть вас в студии Акмулинского университета. И сегодня продолжаем знакомиться с магистерскими программами Института филологического образования и межкультурных коммуникаций. Меня зовут Гульгина Багаудинова, и сегодня я вам помогу поближе познакомиться с этими направлениями. Сегодня с нами в студии Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций, а именно директор института Халида Халитовна Галимова, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации и перевода Олег Александрович Шабанов, а также магистрант второго года обучения Сайфуддинова Зульфия. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать вопросы ваши, касающиеся поступления, к нам в чат. На них мы ответим в конце нашего эфира. Я думаю, мы можем начинать. Халида Халитовна, Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций, он один из самых больших в нашем вузе. Расскажите, пожалуйста, чем вы гордитесь? В первую очередь, конечно, мы гордимся нашим профессорско-преподавательским составом, который обеспечивает качественное образование и готовит высококвалифицированных специалистов. Мы гордимся нашими студентами, которые являются победителями, призерами всевозможных творческих, научно-исследовательских конкурсов. С 2016 года наш университет является опорным вузом по продвижению русского языка, литературы и культуры в страны ШОС. И наши студенты являются участниками молодежной международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире». Не каждый университет и институт может похвастаться тем, что у нас 5 послов русского языка в мире. И наши ребята принимают участие в культурно-просветительских экспедициях, выезжают в страны СНГ, были в международных детских лагерях «Океан», «Артек». Наши студенты активно принимают участие в международных конкурсах и выезжают за границу для того, чтобы пройти стажировку или же работают в качестве ассистентов русского языка. Очень здорово, очень здорово. А какие магистерские программы будут открыты в этом году и для кого? В этом году мы открываем 9 магистерских программ. 3 программы будут реализовываться по очной форме, 6 программ по заочной форме. 2 направления. Это направление педагогическое образование и направление лингвистика. Наши программы притягательны для студентов, выпускников нашего университета, не только нашего института, но и из других факультетов к нам поступают. Выпускники Башкирского государственного университета, среди наших магистрантов, выпускники вузов, которые находятся по соседству с нами. Мы ждем учителей, мы ждем преподавателей, потому что нашими студентами, магистрантами становятся преподаватели вузов и колледжей, имеющие ученую степень кандидата наук. И направление лингвистики у нас тоже очень интересное, и реализуется 4 программы. Заведующий кафедрой межкультурной коммуникации и перевода Олег Александрович представит программы. Да, думаю, мы попозже поговорим об этом подробнее. Также я знаю, что ваши руководители приготовили видеоприглашения, и думаю, давайте мы их посмотрим. И первая из них — это от Раисы Ханифовны Хайруллиной, руководителя как раз-таки одной из программ. Смотрим. Дорогие абитуриенты, если вы хотите, чтобы перед вами был открыт весь мир, если вы хотите установить контакты с представителем любой культуры и языка, если вы хотите работать в международном образовательном пространстве, то мы приглашаем вас на нашу магистерскую программу «Языки и литература в межкультурной коммуникации». Эта программа интересна тем, что она раскрывает перед вами тонкости межкультурной коммуникации. Вы будете изучать такие дисциплины, как сопоставительная лингвокультурология, лингвистические аспекты межкультурной коммуникации, профессиональная коммуникация на иностранном языке и много других интересных предметов. Добро пожаловать!
Отличное видео, спасибо большое. А можете уточнить, а какие именно языки рассматриваются в рамках этой магистратуры? Вначале мне хотелось бы сказать, что мы впервые объявляем программу, руководителем которой является Райса Ханифовна. Это языки литературы в межкультурной коммуникации. Очень актуальная программа. И в первую очередь, конечно же, это связано с русским языком, с литературой и культурой. И студенты имеют возможность изучать и национальные языки. Будут дисциплины, связанные с обучением татарскому языку и литературе. Отлично. А вот вообще, чтобы поступить в магистратуру в ваш институт, нужно ли знать английский язык? Конечно, на всех программах у нас обязательно изучение английского языка. Но если вы поступаете на программу современной технологии обучения иностранным языкам, конечно же, знание английского языка обязательно. А если на переводческое отделение, естественно, нужен хороший английский язык. Но наши студенты изучают не один иностранный язык, а два иностранных языка, что расширяет возможности успешного трудоустройства по двум иностранным языкам. Это может быть английский язык, английский основной, может быть немецкий, французский. У нас есть и китайский язык, который тоже популярный среди наших студентов. Да, очень здорово. Я хотела бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире, время нашего эфира ограничено, и вы также можете задавать свои вопросы к нам в чат, ответы на которые прозвучат в конце нашего эфира. А сейчас я предлагаю посмотреть следующее видеоприглашение от заведующего кафедрой методики преподавания иностранных языков и второго иностранного языка Аитова Валерия Факилевича. Sprechen Sie Deutsch, parlez-vous français, do you speak English? Мы приглашаем вас на магистерскую программу «Современные технологии обучения иностранным языкам», которая реализуется кафедрой методики преподавания иностранных языков и второго иностранного языка. Срок обучения 2 года и форма обучения очная. Выпускники вузов всех специальностей, учителя и преподаватели иностранных языков, а также учителя русского языка как иностранного, могут принять участие в конкурсной программе. Главным условием является диплом о высшем образовании. Вступительный экзамен в форме теста по дисциплине современной технологии обучения иностранным языкам, реферат, портфолио и собеседование на иностранном языке. Что дает магистратура? Во-первых, дает возможность преподавать в средних общеобразовательных организациях, вузах, лингвистических центрах и дает возможность пройти стажировку в РГПУ имени Герцена и в учреждении Паишев университет. Учебная программа строится по модульному принципу. Модули универсальной подготовки, модуль общелингвистической подготовки, модуль методической подготовки, модуль лингвостроноведческой подготовки, модуль языковой подготовки по иностранным языкам, английскому первому, французскому и немецкому вторым языкам и русскому языку как иностранному. Продолжение образования могут иметь наши выпускники в аспирантуре по специальностям 13.0008 теория и методика профессионального образования, педагогические науки, 13.0002 теория и методика обучения и воспитания иностранный язык и 45.06.01 теория языка. К реализации программы привлечены ведущие специалисты кафедры методики преподавания иностранных языков и второго иностранного языка, кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы, кафедры общего языкознания и кафедры татарского языка и литературы. Руководитель программы Аитов Валерий Факилевич, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой методики преподавания иностранных языков и соруководитель, кандидат педагогических наук, доцент Рита Фандависовна Хасанова.
Валерий Факильевич рассказал нам о требованиях к магистрантам. Давайте теперь поговорим о зарубежных стажировочных программах. Олег Александрович, расскажите, пожалуйста, подробнее, может ли магистрант участвовать в них? Да, конечно, может. Давайте разделю ваш вопрос на две части и отвечу более подробно. То есть, прежде всего, наше направление лингвистика прошло международную аккредитацию, что в свою очередь обусловило то, что у нас беспрецедентное количество бюджетных мест на нашей программе. Так, на программу магистратуры теории, практика, теории переводческой деятельности на поочной форме обучения мы получили 26 бюджетных мест. Это позволит большому количеству студентов прийти к нам, отучиться и получить хорошее, качественное образование. Также у нас есть две программы с применением дистанционных технологий по заочной форме обучения. Это иностранные языки в международной протокольной службе и иностранные языки в международном туристическом бизнесе. На каждую из этих программ нам дали по 13 бюджетных мест. Это просто великолепно. Что касается именно стажировочных программ, да, действительно, каждый год, вот уже в течение нескольких лет, мы очень плотно работаем с Министерством просвещения Российской Федерации, которые курируют нас, с которыми у нас сложились добрые, положительные, разносторонние коммуникации. Мы отправляли наших студентов в Китай, мы отправляли наших студентов в Норвегию, в Великобританию, в Соединенные Штаты Америки. В этом году мы подали 10 пакетов документов на наших студентов для обучения в Норвегии и Словакии. Сейчас мы ждем результаты. Но, как правило, всегда и каждый год, еще не было такого года, чтобы мы не отправляли наших магистрантов и бакалавров на стажировочные программы. Программы бывают различные, от полугода, то есть от семестровой программы до года обучения. Направления совершенно разные. Бизнес-коммуникации, журналистика. Это все связано, конечно же, с иностранными языками. И, конечно, переводческие практики. То есть мы очень плотно сотрудничаем с различными бюро переводов, с различными продвинутыми в IT-средах компаниями, которые совершенствуют переводческую индустрию. И мы находимся на гребне волны в этом направлении. Поэтому я, конечно же, приглашаю абитуриентов, выпускников, магистров, студентов прийти к нам на эти программы и получить достойное образование, чтобы в дальнейшем применить его в своей жизни. Очень здорово. Да. Думаю, мы можем поговорить также о программе бизнес-коммуникации, и подробнее об этом нам расскажет в следующем видеоролике Курбангалиева Гузель Мансуровна, доцент кафедры общего языкознания. Смотрим. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Если вы хотите сохранять дружеские отношения даже после конфликта, если вы хотите быстро понимать, что на самом деле нужно вашему собеседнику, если вы хотите, чтобы ваш подчиненный выполнял ваши задания так, как будто они его собственные задачи, приходите к нам на совместную магистерскую программу, которая называется «Бизнес-коммуникация». Совместная она с Новоболгарским университетом. На этой программе вы сможете получить два диплома. Один наш государственного образца Педагогического университета имени Акмуллы, а второй диплом – это диплом Новоболгарского университета с вкладышем, который котируется во всех странах Европейского Союза. Бизнес-коммуникация – это многообразие форм делового сотрудничества, которые в последние десятилетия превратились в настоящую технологию ведения бизнеса. Современная бизнес-коммуникация представляет собой самостоятельную управленческую функцию, и вот изучением именно этих направлений мы занимаемся на нашей программе. Ждем вас, приходите, будем вам рады. Такой емкий и полезный видеоролик был. Спасибо большое вашим руководителям, что подготовились так очень хорошо. Давайте теперь поговорим с нашей магистранткой второго курса Зульфией. Расскажи, пожалуйста, кем ты собираешься стать, когда закончишь обучение?
После завершения обучения я планирую работать учителем русского языка и литературы, ведь именно поэтому я и поступала в педагогический университет. За эти 2 года я смогла углубить свои теоретические знания, больше получить практического опыта, но также я участвовала в разных конкурсах. Например, я дважды лауреат Аксаковского конкурса, который организуется горсоветом Уфы. То есть у студентов есть возможность проявить себя в науке, в творчестве. Несомненно, такой опыт нужен студентам в будущей профессиональной деятельности. Расскажи подробнее также о творческой жизни на факультете. Вообще, успеваешь? Совмещать? Да. Стараюсь, потому что без этого никак. На нашем факультете очень много студентов, которые занимаются танцами, пением. У нас очень активные студенты. Это очень здорово. Также в институте изучают не только иностранные языки, но и занимаются сохранением и изучением родных языков. Один из таких — это татарский язык. Я предлагаю посмотреть также небольшой видеоролик с кафедры татарского языка. Внимание на экран. Родной язык – важнейший инструмент познания окружающего мира, основное средство развития образного мышления и формирования гармоничной личности. Фундаментальным принципом функционирования поликультурного образования является использование родного языка в качестве обучения и изучения. Следовательно, возрастает роль педагога с дипломом магистра по профилю «Родной язык и литература» в полилингвальной среде. Реализация нашей программы магистратуры связана с миссией кафедры татарского языка и литературы, то есть с обеспечением педагогическими кадрами нового типа, компетентными в области полилингвальной и поликультурной образовательной деятельности, инновационных эффективных образовательных технологий. Наши магистры – это члены единой образовательной платформы в области родных языков и литератур, где обеспечивается непрерывное обучение на всех уровнях профессионального образования. Добро пожаловать в нашу дружную команду. Спасибо большое кафедре татарского языка. Давайте теперь поговорим про заочные программы. Вообще, как часто нужно находиться в университете? Все наши магистерские программы по заочной форме обучения реализуются с помощью дистанционных технологий. Это дает возможность учителям, нашим выпускникам, которые уже начали профессиональную деятельность после окончания бакалавриата, поступить на наши бакалаврские программы по заочной форме обучения. Для студентов первого курса в сентябре установочная сессия. Объясняют, как будет проходить обучение. Наши студенты получают консультацию от наших ведущих преподавателей, от руководителей основной профессионально-образовательной программы. В течение года выполняют задания, причем задания у нас и теоретические, и практикоориентированные, потому что связано с преподаванием русского языка и литературы, родных языков, иностранных языков. Но это не значит, что в течение года студенты не общаются с преподавателем. Это постоянные консультации, наши магистранты и наши преподаватели всегда на связи. Для того, чтобы было удобно нашим магистрантам успешно сочетать и профессиональную деятельность, и учебу, мы организуем консультационные дни. Можно позвонить, можно прийти и получить консультацию уже в нашем Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций. Наши магистранты показывают хорошую, отличную академическую успеваемость, и почти 80% выпускников завершают обучение и получают диплом с отличием. Очень здорово и очень удобно, что можно обучаться дистанционно. Также у нас есть видеоролик от Амировой Оксаны Георгиевны. Думаю, давайте мы тоже посмотрим. От доцентра кафедры английского языка. Ladies and gentlemen, we are happy to offer you the English Language Masters Program, having been implemented in our university for more than 10 years. The said program has an extensive history and far-reaching perspectives and challenges to confront. Our educational policy is focused on maintaining the positive achievements of the past and reforming the educational system through the introduction of new technologies and approaches, meeting the current market demand and integration into the global community. We aim at training a highly qualified specialist competent in teaching English at private and public educational institutions, as well as carrying out research in philology and methodology.
The program will equip you with essential skills, giving you a competitive edge in the multiple educational environments, providing career development. Вот такой видеоролик. Спасибо большое Оксане Георгиевне и всему руководительскому составу Института филологического образования и межкультурных коммуникаций за такую подготовку интересную. Давайте теперь поговорим про программы и дадим краткий комментарий. Сейчас наши специалисты выведут слайд на экран. Хальда Халидовна, давайте небольшой комментарий. Да, по очной форме мы реализуем 3 магистерские программы. Первая – это современные технологии обучения иностранным языкам. Изучаются 2 иностранных языка. Английский язык и на выбор либо немецкий, либо французский язык. Обратите внимание, у нас везде есть бюджетные места, 16 бюджетных мест. Новая программа, здесь, конечно, эффект новизны должен сработать, языки и литературы в межкультурной коммуникации. Она носит междисциплинарный, межкафедральный характер, также выделено 16 бюджетных мест. И программа лингвистики, теория, практика переводческой деятельности. Олег Александрович уже сказал, что 26 бюджетных мест. Вот впервые за всю историю существования и кафедры, и этой программы, которую мы успешно реализуем. То есть это мы получили огромное количество бюджетных мест. И по заочной форме все программы обеспечены бюджетными местами. Одна программа бизнес-коммуникации, она у нас реализуется в дистанционном формате. Там будет набор на обучение с оплатой стоимости обучения. Это коммерческая основа. По лингвистике на обе программы также выделены бюджетные места, по 13 бюджетных мест. Для того, чтобы стать магистром первого курса обучения, нужно сдать комплексный экзамен. И наши программы реализуются по заочной форме, но тем не менее наши студенты изучают 2 иностранных языка, так же, как и по очной форме обучения. Спасибо большое. В принципе, вся эта информация есть у нас на сайте. Уважаемые зрители, вы можете их найти на наших официальных аккаунтах, а также сайте bspu.ru. Ну, а время нашего эфира подошло к концу. Какие будут ваши пожелания будущим магистрантам? Мы уверены, что поступающие на наши программы – это мотивированные студенты. И мы всегда говорим, филологическое образование, оно перспективное. И это и лингвистика, это языковая подготовка, это межкультурная коммуникация, это общекультурная подготовка. Поэтому студенты, которые совершают освоение магистерской программы, всегда успешно трудоустраиваются. Спасибо большое. Мы благодарим вас за то, что пришли и рассказали нам о факультете филологического образования и межкультурных коммуникаций. Спасибо большое нашим зрителям, что были с нами. Ждем вас в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы.